А вы знаете, где в Казани можно увидеть настоящую мумию и не только? Все это ждет вас в этнографическом музее Казанского университета. Музей потрясающий, имеет потрясающую историю. С момента основания университета стала необходимость показывать студентам и гостям университета ту близкую нам культуру и далекую, с которой сталкиваются исследователи, ученые, этнографы. Постепенно в университет привозились редкие, диковинные, нехарактерные для данного региона вещи. И поэтому сейчас мы имеем большую коллекцию по этнографии народов мира. Это и Австралия, Океания, Африка, Северная и Южная Америка, Средняя Азия, Восточная Азия. Все предметы прекрасно сохраняются. Наряду с такими традиционными для нас экспонатами, как мотыга, чашки, чайники, можно встретить что-то совершенно экзотическое, как мумия девочки из Перу. Конечно же, в большей степени для всех гостей нашего музея запоминается мумия девочки из Перу. Сложно сказать, когда конкретно эта мумия была изготовлена и назвать точные сроки. Для этого нужен специальный анализ. Но такой способ мумификации был характерен до начала 15 века. И девочка была явно из состоятельной семьи, потому что очень многие экспонаты из другого стенда относятся к ней. В могилу ей положили все необходимое для загробной жизни. Это и одежда, и какие-то бытовая утварь, снасти, и даже если приглядеться здесь, кукуруза, маис, чтобы там она ни в чем не нуждалась. Способ мумификации отличен от египетского. Здесь нет бинтов, тело смазывали смолой и помещали в пещеру, где происходила уже естественная мумификация. Девочка лежит в погребальной позе, закрыта саваном, и все, конечно же, это настоящее. Студенты Казанского университета имеют уникальную возможность изучать традиции народов мира на основе коллекций этнографического музея. Всегда интересовалась Южной Америкой, и когда пришла сюда, начала заниматься коренным населением ее, естественно, на основе музейной коллекции. То есть это бытовые предметы, украшения и все, что здесь представлено. Очень заинтересовала и решила писать на эту тему курсовые и дипломную работу. Типичный представитель племени Бороро – это современная Бразилия. Отличительная их особенность – это диски в губе и ушах. А вот это вот из-под крылья жуков – это на самом деле серьга. С первого курса я занимаюсь традиционной культурой африканских племен, в частности, их в основном религией. И вот здесь представлены основные какие-то тотемы, которым они молятся, приносят жертвы и так далее. В чем плюс, что я основываюсь на коллекции, так как нет возможности поехать в Африку и собрать информацию из первых уст. Поэтому, в принципе, на этом я работаю. Об этом и не только мы узнаем из нового выпуска «Мой город Казань» в это воскресенье. Тимур Хуснудинов, Лилия Калимуллина, телеканал ЮТВ.